Федотов Андрей Сандоминович, постоянный представитель Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Родился 7 мая 1960 года в поселке Янский Верхоянского района Якутской ССР, окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации. Трудовая биография Андрея Сандоминовича началась в 1983 году инженером в Батагайском авиаотряде. Наработал огромный опыт в руководящих должностях муниципального, республиканского и федерального уровня. Работал в высших руководящих должностях по линии комсомола. В 90-х стал вторым секретарем Центрального комитета комсомола РСФСР. Отмечен благодарностью президента Российской Федерации, имеет ведомственные награды. Указом главы Республики Саха-Якутия от 4 октября 2018 года назначен постоянным представителем Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации. На следующий день наделен статусом первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия. Итак, дорогие друзья, пятница и в эфире телеканала Якутия-24, в прямом эфире инстаграм-аккаунта Правительство Лайв. Одноименная программа Правительство Лайв, в котором руководители республиканских ведомств, государственных структур приходят в нашу небольшую студию и максимально открыто, максимально от души отвечают на все вопросы наших телезрителей и подписчиков. И я рад представить сегодняшнего гостя, постоянного представителя Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Андрея Сандоминовича Федотова. Доброго дня. Вечер добрый. Да. Насчет правил я сказал, но вообще-то правил нет. То есть максимально открыто, чтобы у наших зрителей осталось ощущение того, что они прикоснулись в этот момент к открытому, к прозрачному руководителю правительственной структуры. И мы посмотрели справочку биографическую, которую заготовили наши коллеги, и значительную часть, весомую часть, по крайней мере по цвету, да, все красно, все ярко, занимают ваши напарники по комсомолу. Я на самом деле заготовил в качестве домашней заготовки, отыскал свой комсомольский билет и хотел его продемонстрировать, сказать, вот я сохранил. Но если отвлечься от шуток, как вы считаете, вот сейчас, во дворе 2019 год, комсомольское братство, оно живо и как оно проявляется, в чем вы его чувствуете? Ну, конечно, живо. Я думаю, что и комсомольское братство, и однополчане, и так далее, это такие сообщества очень земляки, это сообщества очень по жизни почти постоянные. И, видимо, когда последний комсомолец уже уйдет из этой жизни, видимо, тогда история уже перейдет на другой этап, но воспоминания, и не только воспоминания, но и совместная работа в молодости, в одном из самых ярких периодов жизни любого человека, это, конечно, очень важно для любого гражданина, для любой человеческой души, и поэтому эти сообщества очень крепки на всех уровнях, и с кем бы я ни работал, и в республике, и в родном Батагае, и в Тиксе, и в Якутске, и на уровне Российской Федерации. Это отношения, которые на всю жизнь. Угу. Но лично вы, вот как человек, как гражданин, как оцениваете тот период? Вы руководящие, максимально высокие руководящие должности, вплоть до секретаря Российского комитета комсомола, занимали в 90-е годы, начало 90-х годов, да. Максимально сложный период. Вы как, еще раз говорю, как человек, вот как относитесь именно к этому периоду? Вот как было именно тогда? Вспомните вот, буквально пару слов. Ну, парой слов очень сложно оценить тот период. Мы все были романтиками. Нам нравилось, что что-то происходит очень большое, интересное. Мы чувствовали проблемы того времени и считали, что таким образом эти проблемы будут решаться. Началось с перестройки в обществе, в КПСС, в комсомоле, но не все пошло так, как ожидалось на самом деле, и страна прошла очень великие испытания. Я очень рад, что мы сумели сохранить Россию,
Я очень рад, что комсомол не растворился, не распался за 3 дня, а сумел сохранить структуру, часть собственности, членскую базу. И сегодня наши юридические де-факто и де-юре преемники – это Российский союз молодежи. Это, на сегодняшний день это крупнейшая молодежная организация страны. Она сохранилась в тех же кабинетах, в тех же зданиях. Значит, наше молодое поколение работает. Я за них очень рад, и у них есть хорошее будущее. Но то, что пережила страна, и в том числе и комсомол, как составляющая часть общества того, это, конечно, были великие испытания. Андрей Сандоминович, вы никогда не были в стороне от общественных каких-то течений, активный общественник. Кем же все-таки вы больше себя считаете? Общественником, либо политиком, руководителем? Вот ну, я себя считаю гражданином прежде всего. В этом я вижу большой смысл своей вообще деятельности, и общественной, и политической, и государственной. Гражданин нашей страны, который, таких у нас подавляющее большинство граждан Российской Федерации, которые хотели бы, чтобы наша страна была счастливой для ее граждан, чтобы наша страна была крепка и в экономике, и в способности защитить себя, чтобы наши люди чувствовали себя свободно в своей жизни и имели возможность развиваться сами, давать хорошее образование своим детям, обеспечивать безопасность нашей жизни. Это все вкладывается в понятие гражданского отношения к своей стране, к своей земле, на которой мы где родились и где живем. Подключаются уже наши подписчики канала Правительство Лайф. И первый вопрос. С какими проблемами могут обратиться в постоянное представительство наши земляки? Вот как руководители по спредству спрашивают. Ну, вот меня назначили на эту должность 15 июня прошлого года. И, наверное, вот за это время мне удалось понять специфику деятельности по спредству. Это прежде всего лицо республики. Лицо республики в Москве на уровне Российской Федерации. И это лицо должно быть красивым. Оно должно быть понятным, оно должно быть симпатичным, оно должно вызывать хорошие положительные эмоции по отношению к нашей республике, к нашему народу, к руководству республики. И над этим поспредство работает. Этим занимается любой представительский орган и дипломатический орган за рубежом и так далее. Вторая задача – это, конечно, обеспечение взаимодействия с федеральными органами власти, с предприятиями, организациями федерального значения, в федеральных округах и так далее. Любой гражданин, и якутянин, и не якутянин, может обратиться в постпредство. У нас есть специальное подразделение, управление по взаимодействию с общественностью, по социальной работе. К нам часто обращаются, когда люди попадают в сложные жизненные ситуации. Мы помогаем, чем можем, и организационно, иногда немного материально. Есть такая у нас статья, небольшая, но тем не менее в очень сложных ситуациях мы можем это сделать. Вот. Обращаются с различными общественными инициативами. К нам обращается много бизнесменов со своими проектами, которые бы они хотели осуществить в нашей республике. Вот. И в этом смысле постпредство совершенно открытый государственный орган, в котором открыты двери для всех, кто идет к нам с добрыми намерениями. Роль диаспор, землячеств очень заметна. И всегда было заметно. И в советское время, и сейчас. Как постпредство взаимодействует вот именно с этими неформальными объединениями, которые... Я помню, значит, как работало землячество в начале 90-х годов. Тогда наших земляков было не так много в Москве. Сегодня во много раз нас больше. И, конечно, значит, вот у нас несколько общественных организаций, которые объединяют земляков по разным принципам. По принципу землячества, по принципу отраслевому, профессиональному, по принципу возраста.
И мы в прошлом году поставили перед собой задачу все-таки попробовать составить реестр общественных организаций, которые объединяют наших земляков. Их оказалось больше полутора десятка. И есть при посредстве общественный совет, который в прошлом году был реорганизован в связи с этим. И в этот общественный совет теперь входит по одному представителю от всех общественных организаций, которые работают в Москве, в целом в России, в других округах. Вот. Мы создали филиал общественного совета в Санкт-Петербурге. Сегодня стоит вопрос и готовится организация филиала в Южном федеральном округе, в Северо-Кавказском федеральном округе, в Поволжском. Вот. Через общественный совет мы взаимодействуем со всей общественностью широкой. Это и молодые люди, это и ветераны наши заслуженные. Вот. Возглавил общественный совет молодой человек, преподаватель Высшей школы экономики. Вот. А заместителем у него два наших уважаемых ветерана. Значит, Степанов Александр председатель, а его замы это Василий Васильевич Колмогоров и Александр Иванович Шубин. Угу. Они все, многие их знают. Ваша должность двойная. Вы и постоянный представитель, и по совместительству первый заместитель председателя правительства. Вот какие вопросы в правительстве вы в качестве первого заместителя курируете, спрашивают? Ну, по должности я, да, являюсь первым постоянным представителем и первым заместителем председателя правительства. Я действую по поручению главы республики Арсения Сергеевича Николаева и председателя правительства Солодова Владимира Викторовича. Вопросы самые разные. У меня не может быть, конечно, отраслевого деления. И все вопросы, которые решаются республикой во взаимодействии с федеральными органами власти, это все входит в мою компетенцию. Есть более важные, на которые я обращаю большее внимание и по которым я имею специальные персональные поручения. Есть вопросы ежедневного контроля. Вот. Поэтому можно сказать, что постоянное представительство при президенте Российской Федерации – это продолжение нашего правительства республики в Москве в части взаимодействия с органами власти страны. Угу. Давайте немножко снизим градус. Вот мы ушли в некий официоз, начали с комсомола. Подписчик Захаров спрашивает, какой фильм Андрей Сандоминович в качестве наибольшего впечатления? Ну, какой фильм вас, просмотренный в последнее время, вас впечатлил больше всего? «Танк Т-34». «Танк Т-34». Да, я его посмотрел в рождественские каникулы. Больше всего меня впечатлил даже не сам фильм, а отношение людей к этому фильму. Мы отдыхали в Ленинградской области. Это был небольшой дом культуры, который это был полный аншлаг. И когда фильм закончился, раздались аплодисменты в зале. Это было какое-то единение очень разных людей, собравшихся там. Это на меня произвело глубокое впечатление, но так же, как и сам фильм. Я не кинокритик, мне сложно что-то об этом сказать, но по сути, мне кажется, в таких фильмах сегодня страна нуждается, потому что не уважая себя, не уважая свою историю, не относясь с большим авторитетом к тем людям, которые нашу историю создавали, невозможно иметь будущее. А второй фильм, вот я совсем недавно посмотрел, он называется «Зеленая книга», кажется. Значит, это американский фильм, получивший премии, несколько премий «Оскара». В этом фильме меня больше всего, значит, вызвала интерес сама история. Когда совсем недавно, в 60-х годах, в южных штатах Америки людей делили по цвету кожи. И вот этот музыкант, это герой второго плана, значит, вот его переживания с этим, как он терпит, как он пытается донести до белой части населения Южных Штатов, что мы все одинаковы, мы все люди. Для нас это крайне важно, и нельзя забывать, что такое было совсем недавно. 60-е годы, это не так давно, я сам 60-го года рождения, это в рамках моей жизни. Сегодня мир совсем другой, и это хорошо, когда, значит, мы говорим о равенстве.
о братстве, но надо быть постоянным в этом. Меня очень беспокоит, например, что наши партнеры, как их называет Владимир Владимирович Путин, иногда, мне кажется, уже забываются и считают свою страну, своих граждан несколько особенными по отношению ко всему остальному миру. С этого начинается опять дискриминация. И с этим надо открыто бороться, об этом надо открыто говорить. Нет в стране, нет в мире стран и народов, которые были бы особенными. Все они имеют право на полноценную жизнь, на собственную точку зрения, на собственную историю и на собственные взгляды на все, что происходит в мире. Андрей Сандомирович, а в Москве вы никогда не ощущали ксенофобию? Вот вспомним отвратительную историю, когда футболисты чиновника, ну, скажем, в баре нанесли ему побои, да? Просто как гражданин, как якутянин, не ощущали ксенофобию? Никогда? Лично на себе я такого не ощущал. Хотя в своей биографии я всегда работал в коллективах, где в основном не якуты были. У нас было всегда меньшинство и в школе, и в институте, и в авиации, когда я работал. Давно моя семья живет в Москве уже скоро 30 лет, мои дети там выросли. Конечно, есть определенное, значит, иногда бывает определенное напряжение, но оно связано больше с не очень корректным поведением в разных ситуациях. Но они никогда не превращались в ксенофобию. Я думаю, что это очень большая заслуга нашего общества, нашей страны, что мы себя ощущаем, в общем-то, достаточно свободно. Но некоторые бытовые и иногда какие-то случаи, такие безобразные случаи, они приобретают в общественности обостренное восприятие. Ну вот, как вы сказали, это просто бытовая, пьяное, безобразное поведение знаменитых футболистов. Не думаю, что они затеяли это только потому, что хотели обидеть человека другой национальности. Но превратилось это в это. Поэтому надо быть крайне осторожным. Но это то же самое, что себя осторожно вести в семье. Надо быть крайне осторожным со своими детьми, со своей супругой. Надо быть крайне осторожным со своими соседями. Неважно и не по национальному признаку, а просто потому, что они живут рядом. Нельзя себя, значит, портить гордыней. То есть мы всегда должны смирять свои страсти, свое самоуважение и с большим уважением относиться к соседу, и тогда все будет хорошо. Золотые слова, Андрей Сандомирович, подпишусь под каждым. Давайте блиц сделаем такой, еще раз облегчим жизнь нашим читателям. Им не нравятся такие тяжеловесные ответы, видимо, и так далее. Да? То есть я же вижу сразу, как они реагируют. Да. Давайте блиц. Якутская или русская кухня? У меня? Предпочитаете? Я думаю, что она и та, и другая, потому что я очень люблю якутскую кухню, я вырос в Верхояне, жремятина для меня это... Короче, баганайды. Баганайды. Да. Как достигнуть намеченных целей? В 3 словах. Прежде всего терпение, второе – это высокая самодисциплина, и третье – ясность цели. Что для вас лучший отдых? Видимо, просмотр любимых фильмов, чтение хороших книг. А когда в последний раз были в отпуске и где? Ну, наверное, год назад я был вместе с супругой и близкими родственниками в Ташкенте, в Бухаре, в Самарканде. Узбекистан. Республика Средней Азии. Да. Какой любимый праздник? Любимый праздник 9 мая, Новый год. Отлично. Из данного списка что выберете? Джаз, рок, ретро, классика или романсы? Я думаю, 2 последних, классика и романс. Классика и романс. Вы романтик или прагматик? Больше романтик. Хотели бы, как герой Гайдара, знать свое будущее? Что будет через 5, так 10 лет? Наверное, больше нет, чем да. Больше нет, чем да. Отлично. Хобби какое? Ну, я всегда стремился пообщаться с природой, побыть немного наедине. Очень люблю август, сентябрь месяц на родине. Отлично. Любимое место в Москве? Ну, пожалуй, это центр Москвы.
Ну, наверное, это Воробьевы горы, это ВДНХ, вот примерно так. Какое желание вы загадали, зная на 100%, что оно исполнится? И чтобы я сейчас загадал? Да. Я хотел бы, чтобы все были здоровы. Хорошо. Блиц-опрос, ответы Андрея Сандомировича Федотова. И мы продолжаем. А кем вы вообще хотели стать в детстве? Почему именно авиация? Я хотел стать летчиком. Поэтому и пошли в авиацию. Да. Ага. А как учились в школе? Я закончил с 1,4. Блиц уже кончился, можно уже немножко развернуто. С 1,4, остальные пятерки. Да. Это получается серебряная медаль. Да, примерно так. Угу. Какой вуз заканчивали, ну, видимо, не смотрели биографическую справку, и что нравилось в студенческой жизни? Я закончил Рижский институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола, краснознаменный институт, которому в этом году исполняется 100 лет. Очень хочу попасть на столетие. И что там дальше еще было? Что нравилось в студенческой жизни? Что нравилось в студенческой жизни? Ну, мне вообще студенческая жизнь нравилась как таковая. Это мы жили вместе, ну, правда, чисто мужской коллектив. И это было такое открытие нового постоянно. Во-первых, я из Бодогая приехал в Ригу, это был совсем другой город, другая жизнь. Вот. И мне нравилась учеба. Вот. Я с удовольствием учился. Рига в 70-е это как? Вот немножко охарактеризуйте. Это очень красивый, очень добрый город. И то, что там сегодня произошло со взглядами и с отношениями между гражданами и негражданами, меня крайне расстраивает и удивляет. Я за 6 лет своей учебы в Риге я никогда на себе этого не ощущал. Хотя было время, мы снимали квартиру с друзьями, жили в латышской семье. Я дважды ездил в составе отряда механизаторов, значит, на посевную в колхоз под Резекне. И в паре работал, значит, с латышским колхозником, который не очень хорошо говорил по-русски, но мы очень хорошо работали, и он меня сам встречал, сам провожал на своем мотоцикле. То есть я вообще не ощущал себя оккупантом, как там пытаются сегодня представить. Город был очень добрый, очень чистый, очень хороший, и воспоминания самые светлые. Я очень сожалею, что сегодня там не совсем так. Угу. Ну, будь в наших силах изменить что-либо во всем мире, были бы каждый бог. Но вернемся к постпредству. У каждого руководителя есть свои фирменные фишки. Вот какое нововведение которое в последнее время в постпредстве было введено, вы считаете чисто своим? Но я не могу так сказать, что это чисто мое, это требование времени, и мы прежде всего выполняем те установки, которые идут от руководства республики. Но изменения произошли серьезные. У нас появилось 2 новых и главных управления. Это управление по взаимодействию с федеральными органами власти, которое занимается тем, что контролирует и пытается ускорить решение тех вопросов, которые ставит республика перед федеральным центром. И второе управление – это управление по инвестиционной и инновационной политике и взаимодействию с корпорациями, которые работают у нас в республике. Вот эти 2 подразделения сегодня стали главными в постпредстве, и именно они выполняют основную задачу по продвижению наших вопросов, наших проектов, значит, на уровне всей страны. Очень модный тренд – это диджитал, цифровизация. Вот как вы представляете, как инженер, как человек, что такое глобальная цифровизация? Глобальная цифровизация – это прежде всего ускорение всех технологических процессов. Сегодня мы вот с вами разговариваем, а в прямом эфире по этому телефону там все видят по всей стране, могут войти в Инстаграм и, пожалуйста.
мы мгновенно сегодня обмениваемся информацией. В постпредстве это чувствуется, конечно, что мы готовим много документов различных и в постоянном рабочем взаимодействии с нашими министерствами, ведомствами в Якутске. И обмен информацией происходит фактически в режиме онлайн. Это как бы практическая цифровизация. Но цифровизация имеет и опасную сторону. Дело в том, что за цифрой как бы не потерять человеческую душу. Это тоже такая уже человеческая философская проблема, над которой тоже сегодня думают. Вот. И я думаю, что просто мы не можем допустить себе, чтобы цифра заменила человека. Потому что Божье создание, нашу душу, наверное, вряд ли. Надо стремиться цифровизовывать. По крайней мере, скажем так, киборги сейчас нереальность. Да? Технологии еще не дошли до того, чтобы подменить. Они близки к этому, но вот вы знаете, на эту тему очень интересные мысли. И вот фильм «Генезис 2.0» нашего Арбугаева Максима. Значит, он начинает с истории поиска бивней мамонта на Новосибирских и Ляховских островах, а потом фильм нас переносит в Южную Корею, где идет клонирование щенят, собак, вот, и речь идет о клонировании мамонта, а затем и человека. И надо ли стремиться в эту часть, и надо ли вмешиваться в эту очень тонкую область. Это глубокий вопрос, который требует вообще всемирного обсуждения. Очень глубокий фильм, на самом деле. Очень глубокий, очень интересный фильм. Интересный, да. Замечательный фильм, который вышел от режиссера очень молодого. Он якутский, и непрофессионального. Он якутский, да. он же родом 15, с наших мест. Да, он с Тикси. Я его знаю с детства, я знаю родителей его. Он родился в Тикси. 15 лет отдал профессиональному хоккею и стал режиссером-документалистом. Мне кажется, чрезвычайно талантливая история. А как вы к спорту вообще относитесь? За кого будете на Кубке мира болеть? Конечно, за Россию. А за кого? И за наших двух спортсменов, которые включены в состав сборной страны, как мне сказали. А вот вообще отношение к спорту, к якутскому спорту. Вот та же вольная борьба, это же такое чисто якутское явление. Вольная борьба не чисто якутское явление, но в вольной борьбе мы действительно заявились о себе как о спортивной республике, и наши олимпийские чемпионы, значит, они этот флаг подняли. И этот флаг мы должны продолжать нести в не менее надежных руках. Но я очень рад еще за масс-рестлинг. Значит, вот обычное, значит, перетягивание палки сегодня становится уже международным, стало уже международным видом спорта. Вот смотрите, сколько, 40 с лишним стран приехало на чемпионат мира. Вот в этом году в Латвии будет проходить чемпионат Европы по масс-рестлингу. Там есть совет республиканский, латвийский, федерация по масс-рестлингу. И я поздравляю просто Александра Константиновича Акимова, пользуясь случаем, как президента Международной федерации по масс-рестлингу. Удалось этот вид спорта вывести на международный уровень. И я думаю, что он будет активно развиваться. Это замечательная история для нашего спорта, для якутского спорта. Угу. Люди пользуются, видимо, моментом. И есть ли гостиница при постпредстве, спрашивают? Нет, при постпредстве гостиницы нет. При постпредстве, дорогие друзья, гостиницы нет. И какие качества в людях, по каким качествам вы подбираете команду, которая работает с вами? Ну, вообще, я бы вот этого слова «подбирать» не стал бы использовать в области кадровых решений, потому что, прежде всего, человек должен соответствовать тем требованиям должностным, которые к нему предъявляются, и таким морально-деловым качествам. Но я никогда не ставлю, я во многих местах приходил руководителем и никогда не ставил перед собой задачу поменять кого-то, сменить кого-то. Все, кто соответствует текущим задачам, все продолжают работать. Кто-то не соответствует, разные варианты решения дальнейшей использования. Вообще, значит, я думаю, что плохих работников не бывает. Бывают руководители, которые не всегда точно используют их возможности. У каждого человека разные таланты, разные возможности, и задача руководителя их правильно использовать, раскрыть и использовать на верном направлении. Спасибо, Андрей Сандоминович, за очень интересное общение. Было очень легко.
И интересно с вами Спасибо. говорить. И еще раз, те вопросы, на которые вы не получили ответа, вы на нашем аккаунте правительства Лайф получите в ближайшем времени от первых уст. Увидимся ровно через неделю. Правительство Спасибо вам. Лайф. Да, всего доброго и желаю. Спасибо. Спасибо.